En vred. Uiu. En vred. En. Med alla. Kushit ved. En. Улетел. Ой, блин. Вот так. Жужжал, жужжал и улетел. Побоялся. Могу ужалить. Витамины нашел. Так, вчера каша еще у меня немножко осталась. Сейчас на завтрак попью чай, хлеб с маслом. И буду аппетит нагуливать. Что-то буду делать, просто так лежать не стану. И также буду думать, сегодня уехать или еще одну ночь переночевать. Может быть, даже и останусь на одну ночь. Просто вдоволь выспаться. Не надо, чтобы думать. Вот я сейчас в эти дни был в напряженном состоянии. Как бы ложился, думал, как делать, что делать. А когда все дела вот закончишь, уже не надо думать ничего. Просто ты отдыхаешь, расслабляешься, отдыхаешь. И посмотрим. В общем, дождемся до вечера, а там видно будет. Если надоест, вот захочется, я могу взять и уехать. Если нет, так переночую еще одну ночь. Вчера вечером тоже сходил к реке. Вода упала примерно 15 сантиметров. Первую ночь упала где-то 35 сантиметров. Так, подожди, 35 первую ночь, потом вот эту 15. И сегодня я еще не ходил. Это я, получается, 16. Сколько ночей-то я уже здесь? Какое число сегодня? 16 на 17 1, 17 на 18 2 ночь. Сегодня 18 на 19, третью ночь уже я переночевал. Да, точно, там 3 отметки должно быть, 3 палки отмечал. Точно. Сегодня 19 мая. Вот. Ну, время летит. Что-то пасмурно становится. Еще так и, наверное, сегодня-завтра дождь начнется. Хорошо, что всю работу я успел сделать. Вообще, класс. Я рад этому. А там, если погода испортится как-то, тоже дождь нужен, потому что все сохнет. Бля, и вообще погода вообще непонятная. Месяц мая все высыхает, все сохнет. Дождей нет вообще. Интересная погода. Ладно. Какая бы ни была, все хорошо. Сейчас я пью чай. С маслом еще. Масло еще надо принести.
Слышно, моторка спускается. Вчера одна моторка поднялась, позавчера поднялась. И сейчас одна спускается. 5 или 6, не больше. А вчера большой мотор. Кто-то на большом моторе поднялся. Такой звук мотора такой, рычащий. Может, Шурик уехал? Вот это тоже обнадеживает. Туда-сюда ездят, и заторы там один, второй пилит там. Как бы пробивают дорогу себе. Ну и другим получается так же. Скажем, я вот 2 затора открыл там. Второй еще где-то что-то пропилит. Короче, валяюсь сегодня в избе, ребят. Валяюсь. Просто нет настроения. Ни на что нет. Сейчас сходил к реке. Посмотрел уровень воды вчерашнего дня. Вот где-то вот столько еще упало. 10 сантиметров. Получается 35. Потом 15. Это 50. Ну, примерно 60 сантиметров воды упало уже. Как мы приехали сюда. Тучи. Пипец, ребят. Дождевые тучи. И как сказать, 60 сантиметров. Там заторы, которые вот были, и есть, они никуда не уйдут. Там одно бревно, вот, ну, этот человек, наверное, спилит. Если не спилят, там просто невозможно проехать. Там поперек бревно там лежит один затор, и второй затор вообще ужасный там. Короче, не знаю, кто как может, так и проезжает. А я не знаю, что сегодня делать. Просто вот в руки не хочется брать ничего. Вот такое вот состояние сегодня у меня. А если еще дождь будет, комарье, начнется сырость. Не знаю, сейчас еще полежу, чай попью. Потом, может, выйду, что-то сделаю. А сейчас неохота. Ну, если начать, то все равно, самое главное начать. Это то же самое, вот когда вот не хочется есть. Вот начнешь там что-то кушать, и аппетит во время еды приходит, вот то же самое. Начнешь ковыряться, что-то начнешь делать, и все. Хотя и работа есть у меня, целая баня там еще. Что-то надо там сделать. Печку разобрать, поставить буржуйку. Вот не хочется еще, я не знаю почему. Стену там спилить надо. Труба там будет торчать. Цепь поточить. Ой, бля. Ой. Спина, конечно, дает о себе знать. Ё-моё. Я не знаю, что делать, если честно. Зайду, подумаю. Чай попью еще. Я не напился еще чая. Вон все открыто там, смотрите. Ну, я так это все оставлю, потому что, ребят, в ближайшее время у меня будет ремонт пола. Это все я буду менять. Все буду менять. Все будет цивильно, все нормально будет. Все красиво. А сейчас пока так. Вот здесь вот видно, как такая щелина стала. Вот столько у нас изба вверх пошла. Пол на месте, а вот изба вверх пошла. Ну, это нормально тоже. Время уже 8 часов почти. Я ни хрена еще не сделал. Нормально. С сникерсом чай пью. Вот такой сникерс. Радио не слышно, хоть бы радио послушать. Вот это беда у нас. В нашем районе, где у нас изба, вообще никакие радио не ловит. Все пишут мне, там ловит. У кого-то там, блядь, 10 каналов, у кого-то 5 каналов. У нас ни хрена не ловит. Вот такие дела. Не знаю, что за, как сказать, шапка над нами. Что вот
Если послушать, вот здесь, сейчас я поставлю этот, вот на эту волну. There is new hope on the continent, though. Tanzania has opened the bone marrow Понятно. transplant. И этих волн сотни. По вечерам, ночью. И если антенну там подключить, вообще можно поймать, это китайские все. Вот наша. Ничего не ловит. С антенной, без антенны, без разницы. Может радио виноват, может еще что. Я уже не знаю, что пробовал, там все испробовал. Вот такие дела. Раньше радио было советское. Все ловило, маяк, радио юность, все. А сейчас ни одной волны нормальной нету. Что-то погода. То дождик начинается, то перестает. Так, ну что, ребят. Сейчас я решил все-таки. Сейчас я разберу вот эту конструкцию. Черную печку так называемую. Но тут конструкция такая, что здесь по бокам кирпич, стены. Здесь потом железки там стоят. И на железке камни. Короче, когда топишь, огонь проходит через решетку железную и греет вот эти камни. Они становятся горячими и очень много жара, сухого жара. А здесь вот уже, как сказать, вот этот кирпич убираешь, сюда ставим ведро. Ну, я в фильмах своих показывал. Ведро сразу тоже огнем греется, вода. Так, ну тут у меня вот эта железная печка, вот эта труба. Ну, час-другой и, думаю, получится. Нары трогать ничего не стану. Бесполезно их что-либо переделывать, потому что земля растает, все встанет на свои места. Это сейчас вытолкнул этот лед, вытолкнул эти стойки. Конечно, уже вот тут, смотрите, протечка была, крыша текла, и вот сейчас новый рубероид поставил. Не скажу, что утепленно, что там где-то супер-пупер. Ну, блядь, 5 минут там помыться и вполне достаточно. Некоторые палатки моются. Баня-палатка сейчас продают. Здесь-то можно еще мыться и греться, и еще хоть ночевать там. Это, если у буржуйка поставим, можно вместо избушку ночевать. Ладно, сейчас что-то буду делать. Сперва разберу вот это, а там видно будет. От бульдозера башмак. Вон как расслаивается он. Видите? Башмак он крепкий. Не так много камней, в принципе. Вот так. Ну и кирпичная конструкция.
Такс. Тоже подсырело все. Все готово. Сейчас попробую. О, самое то. Самое то, ребят. Чуть-чуть наискосок. Это понятное дело. Это поправимо. Это все. Ножка. Ножка это тоже ништяк все. Ну, примерно так, ребят. Вроде так, если установить, будет безопасно. И труба еще будет там торчать. Так. Спилить. Стену еще надо. И все. Все будет хорошо. Красная маркиза. Все хорошо, все хорошо. А насчет греть воды, можно греть на костре, а можно ведро сюда поставить. Насчет камней, вот это уже не знаю, но от этого жар все равно будет от этой печки.